Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток в судьбах ее участников, как солдат, так и мирных граждан. В нашей стране не остался ни один человек, кто не пострадал бы от нее. Война шла на всех фронтах, в ней сражалось немало наших соотечественников, у каждого из них своя судьба. Герой нашей сегодняшней программы Магомед Тавботович Евлоев прошел всю войну. Участвовал в обороне Ленинграда. Магомед Евлоев родился в 1910 году в селении Сагапши. У него было 2 брата и 2 сестры. Отец и мать занимались сельским хозяйством. После окончания начальной школы Магомед помогал родителям в поле. Он был старшим в семье, и на нем лежала большая ответственность. В домашнем хозяйстве семьи Евлоевых все шло хорошо, но с 1930 года в стране начались политические репрессии, более известные как программа по раскулачиванию. У многих людей, добившихся успеха в сельском хозяйстве, забирали имущество, а сами они подвергались репрессиям. В 1937 году в эту мясорубку попал и Магомед Евлоев. О причинах, по которым его осудили и отправили в лагерь, ни он сам, ни его родные до сих пор не знают. Известно им только то, что он 4 года вместе с другими заключенными выполнял тяжелую работу по строительству Волгодонского канала, а затем началась Великая Отечественная война. Немцы наступали по всем фронтам, и для обороны страны были мобилизованы все силы Советского Союза. Магомеду Евлоеву, как и другим заключенным, предложили отправиться на фронт для обороны Ленинграда, и он, не задумываясь, согласился. Однажды к нам, заключенным и строителям канала, прибыла большая делегация, состоящая из генералов и офицеров, рассказывает Магомед Тавботович Евлоев. Самый важный из них обратился к нам с длинной речью. Смысл был ясен. Если хотите искупить свою вину перед Отечеством, вступайте в ряды Красной Армии и громите врага. Сегодня сокровищница памяти ингушского народа в фонде Музея краеведения имени Тугана Мальсагова среди многих других документов хранятся документы участников Великой Отечественной войны Магомеда Тавботовича Евлоева. У нас в архивном фонде хранится папка на участников Великой Отечественной войны Евлоева Магомеда Тавботовича. Он уроженец селения Сагапчи Малгобекского района. И в начале Великой Отечественной войны он ушел на фронт. Душа человека – это потемки, и что в ней происходит, мы можем лишь отчасти представить. По обрывкам тех немногих воспоминаний, которыми делятся его родственники. История Магомеда Евлоева сложна для восприятия еще и тем, что он был человеком немногословным, редко делился своими чувствами, переживаниями, и лишь по его поступкам и делам мы можем предположить, каким он был человеком. Из беседы с его сыном Салманом Евлоевым мы узнали много нового и интересного о нашем герое, в частности, одна история. Командир полка Магомеда Евлоева после одного из сражений был тяжело ранен. Он понимал, что дни его сочтены, ему хотелось, чтобы жена узнала о его гибели и не считала его без вести пропавшим. Он передал Магомеду свою последнюю фотографию, кольцо и письмо, чтобы он передал их ей. Все 4 года войны Евлоев хранил у себя эту посылку. С кольцо скачнан, последнее поручение, отец мне звонил из начальника, полковник или подполковник, обсерхан куакка шендулаш. 872 дня длилась блокада Ленинграда. 16 747 человек были убиты при артобстрелах и бомбардировках. Более 600 тысяч погибли от голода и более 100 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Каждый день Магомед Евлоев видел все ужасы блокады: голод, холод, страх от постоянного обстрела и тягостный труд. Люди, военные и мирные, защищали город, рыли окопы, подрывали танки, прорывавшие границы. Ощущение бессилия, одновременно железная воля спасла северную столицу Советского Союза.
Магомед Евлоев, человек верный своему долгу, много раз оказывался в самом пекле сражения, и желание отстоять победу над фашистским захватчиком было настолько сильным, что это помогло ему продолжать борьбу. После освобождения Ленинграда он продолжал сражаться вместе со своими боевыми товарищами. Дошел до Кёнигсберга, ныне город Калининград. В этих боях наш герой получил осколочные ранения ноги. Магомед очень мужественно оборонялся, вместе со своими отрядами подрывали каждый день дороги, уничтожали по несколько гитлеровцев. За мужество он был награжден медалью за оборону Ленинграда. Командир отделения против танковых пушка, штабного работника Бохбе, полк Хагулии, полк создатель, доехать до Атара, 150-200 человек. Магомед был на войне очень тяжело ранен, и он демобилизовался. За Кёнигсберг орден славы первой степени, второй степени, орден славы. Куала славу третьей степени Гелади считали как герой его. Тогда пушка тупишь вела, Племянник Магомеда Руслан Аздоев слышал историю дяди о том, как его перебрасывали из части в часть, поскольку военных сил на Ленинградском фронте не хватало. С части в части кусыжи, с города в города хочешь, с Кёнигсберга, сбог, том тикачил, дахачаса гуер. После войны Магомед Евлоев отправился в Казахстан разыскивать вдову своего командира, чтобы выполнить последнюю волю погибшего. Там он встретил односельчанина и узнал от него, что ингушей депортировали в феврале 1944 года. Разыскав и отдав вдове комбата фотографию, кольцо и письмо, наш герой собирался уходить. Но женщина остановила его. Она хотела отблагодарить и помогла его семье и родственникам обустроиться. Цигары отец отказался халаха, ценсис эсхани, Костанайский область, Затыбольский район есть, хаким ханикс. Так, каждый дамбрдельнига отец, я он хамгой уже собревахтик. Вот отец татовахтик, тана шиют соцевя, он да нани вежери мичабы, она да сообщение, мичабы хейн. Цукался го, я давахтал, цугану машин хаммичхани. ماشي دايت فرقو مش في صالح حمار دايت 17 семей يكستنا حبال بيبتو تقاصقوا. После войны Магомед Евлоев устроился работать в местный колхоз бригадиром, вырастил 5 детей. Когда по местному телевидению показывали фильмы, посвященные войне, признается сын ветерана, отец сидел, не отрывая взгляда от экрана. В эти мгновения, казалось, незримая нить времени исчезала между реальностью и иллюзорным миром телевидения. Только на экране не было той боли, отчаяния и отрешенности, которую часто испытывали люди войны. Блокада Ленинграда, телевизор кино хауқи, استيقظ كنا بعد يشتى نو از قد اسقطت سيغابش تو نمان تنو حجرتك تو حجر خضر بابا يا اشتريت يعني يا كان كار 10% داتر اخذ حقوق يعني 10% داتر اخذ حقوق لينينغراد جوبوي برنخ نو سچ دولش اك ادمتگي يدل حد يا أخي متجرا دين برنخ تحبيش يا قيات دين قوان صار لي وقوي يعني خي قيات Жизнь участников войны сложилась по-разному. Все разъехались по регионам страны к своим родным и близким, чтобы заново построить разрушенную войной жизнь. За бытовыми проблемами многое позабылось. А со временем найти однополчан стало сложнее, и лишь по чистой случайности удача улыбнулась Магомеду Евлоеву. Он нашел своего боевого товарища по фамилии Шанаев, с которым они прошли всю войну. Недалеко от их дома в сельском поселении Алхасты, у уехавших отдыхать в горы людей, сломалась машина. Магомед предложил им свою помощь. Он пригласил их к себе домой, поставил на стол угощение, и они разговорились. Речь зашла и о войне. Как выяснилось, однополчанин Магомеда оказался хорошим знакомым его гостей. Ленинград полностью танком постоянно работники. Фамилия Шанаев ерцена. Сусей лично войнус, отец завога шат кот. После того, как Магомед узнал, где живет его однополчанин, он часто навещал его. Дружили они с семьями. Шанаев работал в военкомате во Владикавказе. Салман вспомнил об одном подарке от боевого товарища отца.
Так халугат хвешины чистын цар. Ва капиники es капиник это так то ши хайш агун бабиши но вот es капиник это губе бейол цар ахшичтиш es капиники حتى يندغرو تغمو برو حلو تك ابدا نشتوج اثر так татами очир будет рани ажурту асак маскал потом гашами шорта. Руслан Аздоев часто вспоминает, как дядя рассказывал о боевых товарищах, о самых страшных битвах. Тогда ему было совсем немного лет, и поэтому их имена, к сожалению, не запомнил. По рассказам о войне он мог почувствовать атмосферу, царившую на фронте. Он цани нисбаныш богаски, о цережуах жмутери, ну сон что основательно ханцу я хаште пара цар цережи сунхат. Дикнах бар же гаски армяныш гуржи разный тайпар аманш дерт хоёр о цак саг шис нисбаныш наха цак саг харца волыш сиге в плен хача кудур да хам цак хам дуаче дик ваши хожи дик боглил беже чак дан товар цуна чо хам бежвар з. Магомед Евлоев чувствовал свою ответственность за каждого сослуживца. Он был в звании младшего сержанта. Звание невысокое по меркам Красной Армии. Но тем не менее, он готов был сражаться за каждого солдата, офицера. Ведь они были для него как семья. Да, сражение хама халил лет, и дача хач немцы шаждай хайлат лата бог низ банчил да хашкетик авежа волжосак. Извете цушей группа цболжбанаха масат из тваж ахайша даш таккадачи ваште дуалеса гут гвацве ранит да волжосак гут гвацве ваште модал жнах кырбох бой ахаже том буатиш ишда чхан из камал хулur тоyor о сейден цалозве волжосак циг вутцутиш хар вяхи тих вяхи ишт вяхи сандухшнах спасат дят оyor. Видя уважительное отношение Магомеда Евлоева к бойцам, однополчане отвечали ему взаимностью. Избох аз духа бутын да дахкы хадя долурда хама барги гуже чодик барши цаниор. Чо лор цариор. Чо боглил бурсу цани цариох. Командиры кыбылж банах боглил белги хоже каста белгылдик абарт цаниор. Война оставила нашему герою не только горькие воспоминания, но и боевые раны, которые беспокоили его до самой смерти. Из-за осколочных ранений ноги часто ныли. Однажды за общей молитвой местный имам заметил, что Магомед неправильно ставит ноги, на что он объяснил, что из-за сильной боли не может сидеть по-другому. Шин лазер дешхана, осколка лазер так. Дати я хожите луриш, трогать не будем, осколка же вахкатна куга. Зин это молла сходок алхсте, диша мол ворос. Цузимиге атетигер, ант это сун тахану тарха дежди, тоган мяжиг дамыштар, вечк тарха деш барыш. Вот так. Мол хаш вала ламыз деш. Хай это бош вот хай да яс. Цайошка лазер чуадусу я, цайошка вообще я лихацу я. Вспоминает Салман Евлоев и то, как отцу каждый год ко Дню Победы дарили подарки. Такое внимание было очень приятно ветерану. Тхадяна хара 9 мая дa'wagi комиссар гаска варухс. Дa'wagi услур, термослур, чайниклур. После приезда с Казахстана на родину семья Евлоевых поселилась в селении Алхасты, где Магомед со своей супругой Хамсат работали в колхозе. Они понимали, что легко не будет, надо было вырастить 5 детей. Цыги хахуя тракторный бригадир, ночной хахуя дневной тхананир. Тхуна за стенкой арму тхадуазута тракторный бригад. А вешта колхоз гектар квартал хай юривен, он ходил тус. Эш гектар квартал хай тик колхоз квартал лилюр, помдур лилюр. Магомед помог своим детям устроиться в жизни, дал образование, привил им трудолюбие, воспитывал их строгости. Все это пригодилось им в будущем. Отец был строгий вор. Когда он стасек сон, он мудрый, над вой, над сон вой, андер, укунда со или шама ходатели.
С особым уважением к Магомеду относились его братья, сестры, племянники, да и все родственники. Энди вака яроваш. Окой энче сун хохож сундак дуаш. Он швашвар он та девиш варон умлатяш. مع مولي يحيى مولي أملات تأخذ دقة شارة ير داويش وار أملات أقوه داويش وعاطر وش والر وش وير والر هذا أنت ترى سجبة تاق هذا نأقو أنا شر لا حق لا يخ إسخم غلط نخ بيت دق دني دي أسجبي تاق هذا أقو أنا شيء يوتي أشكابات نو كروش أقو أنا حمخلر فنا دليل تكامل يشور تكون نخور كحكا سكور تدخل سكور تكور علامة زي شتير ور كحيتشور تكورهم وستيت أمرتور سو وزبيتش تعبيخ حاش ويستنى سوق حاجة نخبيرش ينامش يسيسك اشت يشي اشت بوغ ما بيبي تزح اشت موسكال حمين ما تيجي تقاچاوس اوز ازچ حيشي ازداد ما لنجاشكي دار ازداد سيشي شوشت ازداد سيشي ازداد لي تو بيش لاتش بو اجيت بو شون دقيت باتشان الي والرتو ديك برير ديك سغورخ. Руслан Аздоев, племянник Магомеда Евлоева, часто вспоминает дядю. Ему на память приходят и рассказы о нашем герое из уст других родственников. Они говорили о нем всегда с теплотой и уважением. نخ عيق يسار دوتش يرحابه on بوخ بوتش دخلري خاوسه يا محمد اوزر ارمي بيجا ارمي اجر خلا يولش متشكي نيسه ون لينينغراде полностью блокад Ленинграда чакран сагуир тик хануи тик яха из тигер блокад есть ялцу блокаде хануир о алар о дутш хаза осо халерчик алар о тик бахш бонах تخونشل دق خلا تانير دق نخ بوش هار دال دن دق إداخل دادوق كل خلصر يور تير نخ. Магомед Евлоев и многие наши ветераны достойны уважения. Благодаря им мир пережил Вторую мировую войну. Не познал тех ужасов, которые подстерегали планету, если бы победу одержал фашизм. Я саг действительно томебе خلخلا يوش متشكي تشقيان سغوير تاختان كيزيك ماركا دين برج بساباتوي يبين توم بابولج بناخ مسنا ارا очерки жохоже يبوخ ويليل بيشخلچي تحت ياجلچ поколенين давар махажинги ашки цар пример хаетже сбох лил бебар. По словам родственников, Магомед всегда заботливо и участливо относился к сиротам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И несмотря на все ужасы, которые он пережил на войне, он не очерствел. Он все так же любил жизнь, людей и отдавал им все, что у него было. Помогал материально, когда мог, дарил душевную теплоту. Он уамал мастер элчи, калвиса хули калвиса вени калвиса сакханвас сигден цашки иште даватиш нанюатиш ишт бисабоус бо дизел اشتي بارناه اون بان خي خزج جتر شي تولقا بيحكي ولشن تان حاج غيرتش تان غلق دي غيرتش وهو خي حاجه ازدي شين могуштей пара тан ногосл دي غيرتش زو عملوا سغور خير. Магомед всегда призывал всех к дружбе. Если между людьми будет взаимопомощь и поддержка, считал он, им по силу пережить самые тяжелые времена. شيل واشي حجج خلش شيل مرز خلش واخد مخلش قرل نخلوارش خلش واشي مرد دولش قرل نخلديش قرل ياخد دوش اتلش خلش سوق حجويز الدش زي اشتي بار قميالش دير ورخص. Великая Отечественная война. Мы много читали о ней, смотрели документальные фильмы. Мы даже можем представить себе, через что прошли наши деды и прадеды. Но пережить ее довелось только им. Внук Магомеда Тавботовича, Аскер Евлоев, очень гордится своим дедом, который прошел всю войну и оставил хорошую память. Война, она как бы, это горе, оно объединяет людей, и она, как бы, есть сострадание к друг другу. Я понимал, что если дедушка
так много увидел, много познал, что как бы те трудности, которые нам кажутся трудностями, что это как бы ерунда все. Я рад, что есть такая история у нас и есть к чему стремиться. Парк славы в Малгобеке – любимое место потомков ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь хранится память о них, славных сынах своей родины. Их имена выбиты на мраморных плитах. Среди десятка имен Салман Евлоев и Руслан Аздоев видят до боли знакомое имя отца и дяди Евлоева Магомеда Тавботовича.